За последние 10 лет изучение башкирского языка в рамках общеобразовательных программ подверглось глобальным изменениям. В частности, сократились часы преподавания. В поисках альтернативных вариантов, чтобы поддержать обучение молодого поколения их родному языку, жительница села Кизил Раиля Худайбердина лично опросила всех соседей, разузнав, кому интересно изучение башкирского языка, какие есть пожелания и рекомендации. На данный момент в селе, по ее данным, проживают около 3000 башкир. Многие желали бы, чтобы их дети и внуки продолжали познавать родной язык. Один раз в месяц уделяется 1 час всего, но мы думаем, еще у нас количество детей будет расти. Нам непосредственно помогают в Кизильском районе из районной библиотеки Карсакова Светлана Викторовна, Хренова Галина Владимировна, указание Сибайской гимназии, директор, где Роза Хаматовна Бикбова, выполняем и по домам ходим, и объявлениями, и такие учреждения муниципальные, в отдел культуры, в отдел администрации, в библиотеках, в музыкальной школе, везде я побывала. И я рада, если у нас будет такое мероприятие преподавания башкирского нашего родного языка. На днях прошло второе занятие в воскресной школе башкирского языка, которая была создана в Кизильском. Первое состоялось в декабре на базе районной библиотеки. Помимо изучения новых слов, дети и их родители смогли познакомиться с культурой, традициями и обычаями башкирского народа. Поддержали этот проект и педагоги Сибайской гимназии-интерната. Была приглашена ветеран педагогического труда Венера Анваровна Янбекова. Она провела мастер-класс по изготовлению нагрудника, элемента башкирского костюма, и рассказала рецепт и показала видео изготовления бузы, традиционного напитка. В планах организаторов дальнейшее продвижение башкирского языка в республике и за ее пределами. 27 сентября в городе Магнитогорск на базе библиотеки прошел круглый стол по теме развития духовной культуры Башкир Челябинской области, где приняли участие Челябинское литературное объединение имени Акмуллы, Магнитогорское литературное объединение «Серебряное перо», представители Курултая, журналисты, писатели, а также представители образовательной сферы. В том числе наша Сибайская гимназия-интернат тоже была приглашена на этот круглый стол. Роза Хаматовна рассказала о том, что наша гимназия является одной из школ-интернатов, которая приглашает детей обучаться родному языку в нашей гимназии-интернат. Глава республики Ради Хабиров выступает за сохранение культурных ценностей и обычаев на территории Башкортостана. На данный момент оказывается поддержка и проекта воскресной школы в виде обеспечения необходимыми учебными материалами. Вот эти учебники были нам переданы с Министерства образования для того, чтобы наши дети, проживающие в других регионах России, могли заниматься по этим учебникам. Очень яркие, красочные рисунки. Так ведь? Башкирский язык не мог бы существовать без башкирской литературы. Именно поэтому занятие проводилось еще и в рамках межрегионального мероприятия «Дни башкирской литературы», посвященных столетию образования Республики Башкортостан. На нем присутствовал и руководитель Магнитогорского литературного объединения «Серебряное перышко» Сафина Хакимова. Приехали, сперва мы познакомились, второй раз приехали 22 декабря, провели воскресную школу. Дети и взрослые сами ходят, занимаются башкирским языком. Параллельно проводим дополнительные мастер-классы, чтобы детям показать наши традиции и наши обычаи. И чтобы дети знали про свою историю Башкортостана. Детей и родителей, собравшихся на обучение башкирскому языку, пока что немного, однако организаторы уверены, что с каждым занятием их количество будет только расти, ведь уроки интересны, а самое главное – познавательны. Учишь говорить, вот как правильно выговаривать. Я хочу научиться, а то у меня родители все разговаривают на башкирском, я их не понимаю, вот я хочу научиться понимать. Каждый должен знать и любить свой родной язык, ведь это наше наследие, формировавшееся на протяжении многих веков, отражающее культуру и традиции великого башкирского народа. Арина Нуриахметова, Руслан Кумышкулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.